Крыму 17:00. В эфире радио «Крым Реалии». Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами? Приветствую всех в эфире радио «Крым Реалии». Мы сегодня поговорим о том, что происходит с Ханским дворцом в Бахчисарае в результате его так называемой реставрации, какова историческая ценность Хан-Сарая, в каком состоянии он находился до российской аннексии Крыма и что поменялось за последние 8 лет. У микрофона Катя Некречья. Тема нашей программы сегодня называется так: «Трещина в истории. Разрушение Ханского дворца». И к этой теме мы перейдем уже через несколько секунд, но перед этим я хочу всех вас призвать звонить к нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926 и высказать свое мнение относительно той темы, которую мы обсуждаем в эфире. Я напомню, что это можно сделать с понедельника по пятницу в режиме прямого эфира в 17:00 по крымскому времени и в 19:15. В любое другое время вы можете позвонить нам и оставить свое сообщение на автоответчик 8 800 10 06 926. Итак, тема нашей программы «Трещина в истории. Разрушения Ханского дворца». Почему мы об этом говорим? Дело в том, что на стене одного из корпусов хан-дворца в Бахчисарае в ходе проведения так называемой реставрации появилась большая трещина. Об этом сообщило провластное издание «Крыминформ» со ссылкой на руководителя российского госучреждения, которое называется «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры». Илья Алымчев это сообщил. Далее его цитата. Это свитский корпус дворца, стена, которая дала трещину, новодел. Это ошибка в проекте, где показано, что это здание стоит на фундаменте, а по факту, когда начали раскапывать, эти стены стоят без фундамента. Чуть копнули, и оно просело. Вот такая вот цитата. Также господин Илья Алымчев утверждает, что серьезного урона зданию нанесено не было. В пресс-службе подконтрольного России Минкульта Крыма сообщили, что остановить обрушение стены удалось благодаря устройству поддерживающих контрфорсов. И нужно сказать, что также есть информация о том, что сейчас, на данный момент, экскурсионно хан-дворец закрыт для посещения. На сайте Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник хандворец.ру, там висит объявление от 8 февраля, что в связи с проведением противоаварийных работ с 10 февраля нынешнего года, то есть вот от сегодня, когда мы делаем этот эфир, до особого распоряжения для посещения закрыт экскурсионный объект Ханский дворец. К слову, мы пытались дозвониться туда, чтобы узнать, какая ситуация, когда возможно открытие, но дозвониться мы не смогли, телефон не отвечает. И далее об этом во всем мы поговорим с первым гостем этого эфира. Это крымский активист Эдем Дудаков, он с нами на связи. Эдем Бей, приветствую вас. Здравствуйте. Вы с нами на связи по скайпу. Я этот эфир тоже веду по скайпу. Говорю нашим слушателям на радио, которые не могут видеть, что происходит в эфире. Но если у вас есть интернет, и вы хотите увидеть этот эфир, то вы можете зайти на YouTube-страницу «Крым Реалии». Эдем Бей, вы писали и в Фейсбуке информировали о том, что происходит. Очень много написали об этом. То есть мне хочется у вас спросить, какая вот ситуация, и получилось ли у вас или у тех, у кого-то, у тех, у кого вы знаете, попасть на территорию хан-дворца до вот этого вот аварийного закрытия и увидеть, что же там произошло? Но это не внутри Ханского дворца. На самом деле этот светский корпус расположен вдоль Чуруксу, и поэтому его видно прямо с дороги. Поэтому мне удалось попасть к этому месту. Еще вечером, как это произошло, первые фотографии были тогда сделаны, а уже потом днем остальные фотографии. И что примечательно, вот несмотря на то, что они днем поставили контрфокс,
уже днем где-то к 11 часам трещины еще более увеличились. Это говорит о том, что им не удалось стабилизировать ситуацию. Когда представитель дирекции говорит о том, что там нет фундаментов, ну, во-первых, я хочу сказать, что это обнажает одну из мифов о том, что там якобы проведено научное исследование. Это один из пунктов декларации ЮНЕСКО. Это говорит о том, что никакого комплексного научного исследования перед началом реставрационных работ не начато. Во-вторых, я хочу обратить господина директора о том, что это здание существовало 500 лет. И она выдержала такое землетрясение, которое произошло в 27 году прошлого века, с амплитудой 8-9 баллов. Напомню, что Ташкент при такой амплитуде в 60-х годах почти на 2/3 развалился. Это говорит о том, что дальше, противоречит он сам себе этим разговорам. Вопрос первый, что исследования научные не проводились предварительные, продолжается идти работы вот так вот по какому-то наитию, и нет, до сих пор я тоже уверен, что нет никакой комплексной экспертизы. Я уверен, что здание это стояло на фундаменте просто за последнее время с углублением, необдуманным углублением русла Чуруксу, необдуманным ошибками в проекте, инженерными ошибками, когда реставрировали рядом стоящее здание большой ханской мечети, не устроив защитный навес, вода как раз если двигаться левее, мы видим сейчас свитский корпус. И вода проникла под фундаменты, в том числе и свитского корпуса. И я думаю, что основная беда основания — это то, что началась эрозия камня. Я отмечу, что Бахчисарайский дворец построен из местного камня, из известняка. И он таких необдуманных решений при обильной влаге, при использовании бетона, цемента и всего прочего очень сильно подвержены эрозии. Это основные инженерные ошибки, которые произошли. Там дальше произошли усадки и все прочее. Но это уже следствие. То есть то, о чем мы говорим последние 3 года, оно и аукнулось. Эдембей, я бы хотела, чтобы мы вместе с вами посмотрели фрагмент. Мои коллеги уже показали видео, которое сняли «Вести Крым». Там вышел такой репортаж. Корреспондент этой программы Николай Аксенов поехал на место и записал сообщение о том, что все под контролем, что дворцу ничего не угрожает. Давайте послушаем, что этот репортер, этот корреспондент рассказал аудитории. Вот он, так называемый свитский или графский корпус, подпорная стена. В основании начала расходиться после того, как строители стали делать техническое углубление. Фундамента там не оказалось, и поэтому часть стены просела. Однако, учитывая то, что это здание является, по оценкам историков, новостроем, то есть не самой ранней постройки, то реконструктивные работы здесь будут выполнены в течение нескольких недель, и трещина будет устранена. По оценкам экспертов, ничего страшного не произошло. Я напомню нашей аудитории, что с нами на связи Эдем Дудаков, крымский активист. Эдембей, как вы можете прокомментировать такой репортаж? Во-первых, это не трещина, это вывал. Это вывал стены. Потому что там, если вы посмотрите на все фотографии, видны основные контуры вывала. Это горизонтали, угловые такие трещины, которые идут, смыкаются как раз в углу здания. И горизонтальная трещина там, где проходит сейсмический пояс, сейсмический брус. То есть это говорит о том, что здание дало очень серьезное просело, и произошел вывал, именно сползание в сторону Чуруксу. Говорить о том, что это не страшно, я не знаю, это по меньшей мере очень сильно некомпетентно. Это не просто взял, как в доме, замазал трещины. Это не получится таким образом. Там нужно будет очень серьезные инженерные
изыскания провести в первую очередь, каким-то образом попытаться укрепить фундамент и вот это остановить сползание северной стены свитского корпуса к Салгиру. Я хочу отметить здесь, мне, кстати, пресс-секретарь Министерства культуры тоже написал, графский корпус. Вот это вот что-то наподобие, ну я не знаю, как это назвать, потому что таким он назывался до начала 90-х годов, потому что на самом деле он имеет автохронное название. Он называется Кул-Хапу-Одалары. Еще его называют свитским корпусом, потому что это где-то близкий перевод. Но графским его называли после 1944 года. Поэтому вот можно и судить об уровне этих людей, которые, занимая такие должности, просто игнорируют название автохронного Крыма. И такое же отношение, я считаю, что и к Ханскому дворцу. Вот по наитию они идут, понимаете? Вот нету, я не вижу, чтобы там был комплексный проект. Посмотрите лицензии этих фирм, которые получили их буквально несколько лет назад, всего пару лет назад, и имеют допуск уже к таким работам. Мы не первый раз говорим о том, что проблема в подрядчиках, проблема в службе заказчиков. И, наконец, самое главное, проблема в том, что дирекция Ханского дворца, вот этого музея, к сожалению, она вот такая беспечная, абсолютно неграмотная. То есть директоров уровня Марии Кустовой, которая в 1944 году спасла Ханский дворец, таких инженеров, как Лопушинская, которая вела с 1954 года до самой своей смерти в конце 80-х годов, таких вот там людей нет, к сожалению. Нет даже уровня Петрова, который был директором музея до 2011 года. Вот это вся полная безразличие, вот это вот круговая порука, отмывание денег. Вы что думаете, деньги отмываются только на кукольном театре? Это те же самые фирмы. И поэтому вот такая вот работа. Я хочу привлечь внимание наших зрителей. Пусть посмотрят на культуру производства, на вот эту грязь. На фотографиях это куча мусора, глиной. Понимаете? Как одетый рабочий нужно посмотреть. И вы поймете, что это не фирмы, это какие-то бендюжинки, которые перетаскивают слева направо, справа налево какие-то грузы. И вот результаты их деятельности необдуманные. Вот такой. Даже прошлой осенью вот вся вот эта вот северная часть Ханского дворца, где находится главный вход, был полон воды. Потому что даже углубление русла они сделали по инженерной точке зрения абсолютно неграмотно. Вот эта вода все впитала. Вот эти грунт впитал всю воду. Всегда начинаются такие работы снизу по течению и двигаются вверх. Потому что естественная дамба возникает, когда углубляется русло. В данном случае они начали углублять русло в районе Сарыгуля-Мам. И вот эта вот вся заводь, она постепенно двигалась от Сарыгуля-Мам до пекарни Ханского дворца. Вот и представьте, что там произошло. То есть все эти грунты питали огромное количество воды. Потом, когда наконец они углубили этот Чоруксу, вода резко отошла и потянула за собой грунт. Образовались пустоты. Вот результат всего. Плюс неграмотная работа с инженерной точки зрения отсутствия защиты на Большой Ханской мечети. А именно этот угол, который треснул, он находится рядом с Большой Ханской мечетью. Опять же, я хочу сказать, в то время это весь этот грунт насытился водой. Вот и результат. Там целый клубок инженерных ошибок. Я не говорю, что это какой-то один. Я повторяю, что этот корпус выдержал землетрясение 27 года амплитудой 8-9 баллов. Что же нужно было сделать такого, чтобы вот сейчас его вот так разрушить?
Я недавно смотрел, там, кстати, один из корреспондентов говорил, что это виновата Украина. Ну вот, теперь они будут все ссылаться на Украину. Эдембей, я хотела бы уточнить, а к вам обращались за комментарием какие-то вот журналисты из этих крымских СМИ, «Известий Крым», я не знаю, из Крыминформа, а к вам, как человеку, который комментирует эту тему, это легко можно там найти в интернете, да, и обратиться к вам как к эксперту, как к активисту. Звонили ли вам, писали ли вам? Нет. В одном из моих комментариев, постов, ответил какой-то под видом, так написано во всяком случае, пресс-секретарь Министерства культуры, где написал типа того, что сейчас все делается, чтобы спасти графский корпус. Опять же, я устыдил его, я сказал, будучи пресс-секретарем министерства, вы называете какой-то кличкой этот корпус, он имеет автохронное название. Ну и все. И это я, кстати, снимал, когда там находилась Крымская ТВ-24, по-моему, и там были представители вот этого вот канала, который называется «Миллет». Никто из них ко мне не подходил. Они снимали конкретное интервью у тех людей, которые вот сейчас комментируют. То есть там есть люди, которым дозволено комментировать, и только их они имеют право снимать. Соответственно, их позиция, она освещается, их позицию узнает зритель, слушатель, читатель. Я благодарна вам за то, что вы рассказали так подробно, детально, с историческим экскурсом, что к чему. Я понимаю, что это очень мало времени для такого большого разговора и важного, но тем не менее, вот я как журналист в этом ничего не смыслю, и мне интересно услышать как раз разное мнение, да, и мне интересно слышать вас в том числе. К сожалению, ни в Российском Министерстве культуры, ни фирмы-подрядчики на протяжении всех этих лет, когда мы делаем эти программы, не берутся комментировать, ни тем более местные чиновники, они не комментируют журналистам Крым Реалии, ничего, поэтому с ними мы не можем поговорить и задать им какие-то вот вопросы, в том числе сформулированные от вас, передать их, да, ну, как вы рассказали, и те российские крымские СМИ, у которых есть доступ к местным чиновникам, они как раз не берут комментарии, например, у вас. Это очень важный момент, поэтому нашей аудитории остается, наверное, только или анализировать и смотреть и тех, да, и слушать как-то, или оставаться все-таки с нами для того, чтобы мы давали точку зрения как раз вот таких активистов, которым есть что сказать, да, но им не предоставляют площадку на, в общем-то, пророссийских крымских СМИ. Эден Дудаков, крымский активист, был с нами на связи. Очень благодарна всем спикерам, которые присоединяются к эфиру и делятся информацией важной, да, тем более видим, что она абсолютно противоречивая. Я напомню, что тема нашей программы «Трещина в истории. Разрушение Ханского дворца». Мы пытаемся разобраться, что происходит, в том числе обращаемся к тем репортажам, которые снимают крымские журналисты для российского телевидения. Я должна сказать, что украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала секретариат ЮНЕСКО отреагировать на факт нарушения России международного гуманитарного права на временно оккупированной территории Крыма. Она назвала ситуацию с Ханским дворцом именно вот так вот, что это нарушение гуманитарного права. И об этом она сообщила на своей странице в Facebook. И также российский муфтий Крыма Эмирали Аблаев, он намерен направить обращение Министерству культуры Крыма с требованием об оперативном принятии мер по спасению корпуса Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом муфтий заявил по итогам вот выезда на объект. Крыминформ передает эту информацию. И, собственно, вот такая вот обеспокоенность есть. И также Аблаев призывает призвать высококвалифицированных специалистов к этой проблеме. Ну, вот такие мнения, такие заявления. С нами сейчас на связи Эльмира Аблелимова, бывшая руководительница Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Эльмира Ханум, приветствую вас. Добрый день. Хотелось бы у вас спросить, что вы можете сказать? Я знаю, что все эти годы, безусловно, и мы делали программы, вы комментировали и призывали общественность обратить внимание на эту проблему, о том, что реставрацию, как называют это в Крыму, вы не считаете этой реставрацией в том числе, да, что это наоборот может ухудшить состояние Ханского дворца. Что сейчас, какая сейчас ситуация? Все-таки эта реставрация, так называемая, она чему-то хорошему
этому поспособствовало? Или вот эта вот трещина, которая пошла, это вы связываете это непосредственно с работой тех людей, которые занимаются этой так называемой реставрацией? Ну, я не совсем понимаю вопросы, потому что если на сегодняшний день у нас мы имеем трещину, и эта трещина, к сожалению, не одна, да, то ничего хорошего от так называемых реставрационных работ или там противоаварийных работ мы на сегодняшний день не имеем. И я думаю, что очень хорошо описал ситуацию человек, который уже очень долгое время занимается этим вопросом, да, и постоянно дает нам информационные поводы. Это вот Эдем Бей-Дудаков, которого я очень уважаю. И думаю, что нам нужно в большей степени сконцентрироваться на вопросе о том, что мы можем сейчас сделать, находясь здесь, для того, чтобы защитить этот объект. Эльмира Ханум, ну, собственно, что можно сделать, вот находясь здесь? Что вы можете, например, сделать? Вы информируете общественность, безусловно, там, призываете аудиторию к тому, чтобы обратили на это внимание. Но вот реально мы там слышим, что Людмила Денисова обращается в ЮНЕСКО. А какие еще есть рычаги влияния на эту ситуацию? Знаете, рычагов и инструментов у нас более чем достаточно. И меня на сегодняшний день очень сильно, ну, скажем так, беспокоит абсолютное отсутствие какой-либо позиции со стороны Министерства культуры и информационной политики, которое является центральным органом исполнительной власти в вопросах защиты объектов культурного наследия. И если Министерство культуры и информационной политики считает, что объекты культурного наследия, которые находятся на оккупированных территориях, являются частью культурного наследия Украины, тогда они как минимум должны сделать заявление с негодованием, с требованием прекратить эти работы о нарушении прав и так далее, и так далее. Заявление госпожи уполномоченной по правам, с прав Людыны Людмилы Денисовой, это, конечно, замечательно в ситуации, когда больше никакого другого заявления нет, но этого недостаточно. Что еще можно сделать? Необходимо как минимум очень срочно обратиться во все международные инстанции. ЮНЕСКО. У нас есть международные организации, которые непосредственно занимаются, например, реставрационными работами. Такие международные организации, как ИКРОМ, как ИКОМОС, как АЙКОМ и так далее, и так далее. Все эти организации, они носят статус международных и в базе, в их основе это такое сообщество профессионалов, которые прекрасно понимают и знают, что такое культурное наследие, и знают о принципах проведения реставрационных работ. Вот к ним нужно сделать такое заявление, обратиться к ним с требованием обратить внимание на этот объект и вообще обратить внимание на объекты культурного наследия на оккупированной территории, в частности в Крыму. Потому что здесь, в Крыму, мы сталкиваемся с ситуацией такой гуманитарной агрессии, когда вопросы разрушения, знищения объектов, они закрываются, завуалируются под такими названиями, как противоаварийные работы или там, реставрационные работы. Да? То есть происходит уничтожение по факту происходит очень ювелирно, скажем так, незаметно для нас. Но на самом деле мы имеем дело с фактами культурного стирания в отношении определенной группы людей, которые являются коренным народом Украины, крымских татар. И речь же не только в Ханском дворце. Речь в дворце Ахмеджит Сарая Калга-Султана, который, категорически не хочет видеть как объект культурного наследия оккупационная власть. Речь в том, что все объекты, которые встречаются во время инфраструктурных там, строительств, которые в большом объеме происходят сейчас в Крыму, и связаны с историей и культурой крымских татар, они почему-то уничтожаются. А мост, который был построен к приезду Екатерины, он сохраняется. Или, например, вопросы топонимики, когда сегодня современные археологи, находя те или иные объекты, они им дают названия, те сталинские, которые были даны после депортации крымских татар. Ну и говоря, безусловно, о Ханском дворце, я не могу не сказать о том, что нам всем известно, что в 1944 году практически все объекты культурного наследия, так или иначе связанные с историей, с культурой, с традициями крымских татар, они были, по факту уничтожены. Но Ханский дворец чудом сохранился. И по факту
факту он является единственным объектом, который доказывает наше присутствие, я имею в виду крымско-татарские, присутствие на этой территории, нашу государственность на эту территорию и наш этногенез, происхождение, связанное с этой территорией. И вот такое вот завуалированное уничтожение этого объекта, который, если мы ничего не будем делать, через какое-то время его очень спокойно могут снять с объекта, снять с перечня памятников, как уже было в период после первой аннексии Крыма в 1783 году, буквально через 10 или пару десятков лет этот объект был исключен из объектов, которые должны охраняться, да, как памятник. Такая же судьба ждет, видимо, не дай бог, ханский дворец, но только уже при нашем активном безучастии в разрешении этого вопроса. Если вернуться к вопросу о том, что нужно сделать, я бы еще обратила... Перерывать, простите большое, потому что у нас 5 минут осталось до конца эфира. Я благодарна за вашу позицию, за то, и мы вернемся к этой теме, безусловно, и позовем еще больше спикеров. Вы уже назвали Министерство культуры и информации, в том числе мы будем призывать к эфиру, и также, чтобы они поделились своим мнением, своими комментариями, это очень важно. Эльмира Аблилимова, бывшая руководительница Бахчисарайского историко-культурного заповедника, была с нами на связи, и сейчас с нами на связи Гульнара Абдулаева, крымский историк и писатель. Гульнара Ханум, приветствую вас. Добрый день. У меня к вам коротко, к сожалению, времени не хватает, но вопрос, можно ли вообще как-то оценить значение хан-дворца для истории Крыма, не только для истории крымско-татарского народа, но Крыма, безусловно. Это как вы можете, как историк, прокомментировать? Ну, во-первых, конечно, то, что это неоценимо, то, что у нас есть ханский дворец, и его действительно нужно было еще больше досконально изучать, я имею в виду с археологической точки зрения. И безусловно, как говорила Эльмира Ханум передо мной, это действительно единственный памятник крымских татар, который остался. Я уже не раз говорила о том, что у крымских ханов было 5 резиденций, осталась только одна. Остальные были просто уничтожены. И если тогда в XIX веке они были уничтожены, от них не осталось следа, то с ханским дворцом еще как-то временили, но тем не менее делали все возможное для того, чтобы уничтожить ту аутентичность, которая была при крымских ханах. Безусловно, то, что сегодня мы имеем, это колоссальная ценность, и мы должны как можно больше говорить, чтобы привлекать мировую общественность о том, что сегодня происходит. Как мы знаем, что сегодняшние оккупационные власти говорят, что на самом деле тот корпус, свитский корпус, не представляет исторического значения, но это просто вопиющая, я не знаю, безграмотность этих властей, потому что на самом деле каждый кусочек, камень, который находится на территории ханского дворца, он имеет историческую ценность. И то, что сегодня они разрушают, они целенаправленно это разрушают, мы имеем, к сожалению. И что будет дальше, просто страшно представить, что будет с дворцом. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Гульнара Абдулаева, крымский историк и писатель, также подключилась к нашему эфиру. Я напомню, что мы говорили сегодня о трещине в истории, о том, что происходит с ханским дворцом в Бахчисарае. Собственно, мы видим, что местная власть заявила о том, что там трещина. Послушали сейчас, и что все под контролем, что самое главное, репортаж. Также цитировали «Вести Крым» о том, что тоже все под контролем. И, собственно, вроде как бояться переживать нечего, но тем не менее многочисленные комментарии в соцсетях говорят о том, что часть людей обеспокоена. Мы сейчас услышали с вами и крымского активиста, и историка, и бывшую руководительницу хан-дворца, и, честно говоря, видно, что очень расстроены, и что действительно происходят необратимые процессы, происходят с хан-дворцом, к сожалению. Если у вас есть какая-то информация, если вы живете в Бахчисарае или часто там бываете, например, то, пожалуйста, поделитесь ею с редакцией Крым Реалии. Будем благодарны. Также в этом эфире вспоминали как российскую власть в Крыму, которую обвиняли в бездействии или в получении какой-то выгоды. Мы готовы предоставить вам слово. Пожалуйста, готовы сделать с вами интервью. И также вспоминали сегодня Минкультуры Украины. Безусловно, будем обращаться за комментарием и в эту структуру. Спасибо всей нашей аудитории за то, что вы с нами. Мы вместе с вами следим за тем, что происходит в Крыму, что там происходит на самом деле. С
вами этот эфир провела Катя Некреча и вся команда Крым Реалии. Подписывайтесь на нас в соцсетях, мы есть везде. До встречи. Крым важное. Мы не боимся говорить. Потому что крымчане имеют право знать.